Как правильно выстроить отношения с управляющей компанией и научиться отстаивать свои права в коммунальной сфере? Об этом и не только сибайцы смогут узнать в ходе предстоящего мероприятия, которое пройдет в колледже строительства и сервиса. Его основная цель – повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшем будущем мы хотим такой форум или семинар мы назовем, проведем именно со всеми предприятиями ЖКХ, население будем звать, чтобы как бы для освещения. Первое занятие будет у нас такое. А потом в будущем мы собираемся открыть школу домкомов. То есть уже здесь целенаправленная будет работа. Желающие могут прийти, домком и так далее. Для кого интересно, те и будут к нам ходить. А в дальнейшем мы хотим открыть центр сертификации, квалификации именно строительной области и области ЖКХ. Подобное мероприятие в городе пройдет впервые, учитывая, что вопросов к управляющим компаниям в частности и к системе ЖКХ в целом предостаточно, потребность в просвещении у жителей довольно высокая. Да, вообще хорошее дело было бы. Обязательно, Карак, потому что наболевших вопросов очень много, особенно пенсионеров касается. Обязательно нужно. Я вот с дочкой прописана, мы живем в 4-комнатной квартире. Ремонт не делается, неизвестно, на воде вилами писано, мы куда-то деньги отдаем по 400 с лишним рублей, неизвестно когда и куда. А потом действительно 60-50 лет проживем, что ли мы, когда это будет, мы и знать не будем, и видеть не видим. Кстати, в крупных городах уже давно практикуются школы домкомов, проводятся специализированные курсы по повышению грамотности населения. В колледже строительства и сервиса и в дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении. А уже со следующего учебного года здесь можно будет получить профессию мастер жилищно-коммунального хозяйства. По квалификациям слесарь-сантехник, электромонтажник электрических сетей, электрогазосварщик и плотник. На сегодняшний день данная профессия с данными квалификациями, она очень востребована не только в нашем городе, но по всему региону, по всей республике. Кто несет ответственность за смену радиаторов, канализационных труб, откуда берутся суммы в квитанциях? Приняв участие в данном семинаре, разобраться и получить ответы на многие вопросы сможет каждый. И не стоит забывать, что гражданская инициатива в контроле за работой коммунальных служб прежде всего в интересах самих потребителей. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.